Вот и подошли к концу два удивительных дня, в течение которых Якутск стал мировой столицей игры на хомусе. Сегодня мы находимся на торжественном закрытии и гала-концерте третьего международного конкурса исполнителей на хомусе «Хомусист. Виртуоз мира». И сейчас мы предлагаем вам посмотреть на отрывки некоторых выступлений лучших из лучших. Вчера, сегодня рассматривала очень компетентное международное жюри. И мне очень приятно, что на этом конгрессе мы оценивали все разновидности хомусов. Не только вот азиатские или европейские хомусы, да, но другие разновидности, например, азиатских хомусов, которые раньше никогда не представлялись на конкурсе виртуозов. И, на мой взгляд, все разновидности хомусов разных народов были очень достойно оценены. И у нас получается большая география, которая отражает ареал распространения этого инструмента. И я очень рада, что на сегодняшнем конкурсе представлены все разные стили, разные традиции, которые совершенно не похожи друг на друга. И я очень рада еще тому, что вот решением компетентного международного жюри 3 самых достойных якутских виртуоза хомуса — это все втроем мои ученики. Большое удовольствие, что вот все вот так на ура, на высшем уровне произошло. Люди довольны. Конечно, есть люди, которые не победили, не стали виртуозами мира. Чуть вот так им, наверное, жалко, что не удалось. Но пусть в следующий раз еще раз участвуют, стремятся и не забудут о том, что вот это хомус, это очень много от себя изнутри. И это вот самое большое удовольствие. Не только медали и так далее, ордена, но свое внутреннее удовольствие. И я вот это получил. Встретил очень много знакомых. Только что вот Настя Кулаковская с ее мамой, сколько это 30 лет тому назад.
Мы встретились, и с ее мамой очень так плотно, хорошо подружили. Тогда вот она была маленькая. И так я вот встречаюсь со многими, которые тогда еще являлись детьми. И сейчас они вот мамами, отцами, уже свои дети, иногда вот уже свои внуки. Очень приятно. А как часто вы приезжаете в Якутию? Наверное, это 7-й раз уже. 7-й или 8-й раз. И один раз я был здесь зимой. Очень сильное впечатление получил от этого. Да, очень сильное. А потом вот осенью был 2 раза здесь и на охоте участвовал. И так прежде всего летом на Новосиях. Так сейчас. Красивое время. Безусловно, меня переполняют эмоции, потому что еще не совсем, наверное, осознал, что достоин такого высокого звания. Но, конечно, только положительные эмоции. Не могу точно сказать, что именно испытываю, что и какую из эмоций, но все вместе, наверное. Вот. Очень, конечно, волновался, но старался все совладать с собой. И мне кажется, у меня получилось. А как вы готовились к конкурсу? Я очень много думал, переваривал все, что я впитал до сих пор. Я 15 лет играю на хомусе. Что именно сыграть, как именно сыграть. Потому что в звуке хомуса каждый призвук, каждая тонкость, она очень важна. И это я все обдумывал. Конечно же, репетировал, повторял. Бесконечные повторения – это каждодневная обязанность каждого музыканта. А вы сами тренировались? Да, конечно. Я сам лично самостоятельно обучался, просто слушал примеры лучших хомусистов: Альбины Дегтяревой, Спиридона Шишигина, носителей культуры, таких как Марфа Бадаева и Антонина Никитина.
«Голос мира». Мы желаем всем вам нового прилива творческой энергии, новых горизонтов, расширения ваших возможностей, новых стимулов и новых высот.